Абхазия – страна, в земле которой покоится один из 12 апостолов Иисуса Христа – Симон Канонит. Его еще называют Симон Зелот. Он прославился как человек, на свадьбе которого Христос совершил свое первое чудо – притворил воду в вино. На свадьбе закончилось вино, и по просьбе своей матери, Пресвятой Богородицы, Иисус превратил воду в кувшинах в красное вино. Это чудо так подействовало на новобрачного Симона, что он, оставив семью, пошел за Христом. Имя апостола происходит от города Канна, что расположен в районе Галилеи. Так как Симон Канонит является просветителем Абхазии, абхазские христиане в паломнической поездке в Израиль всегда посещают храм венчания. Он стоит на месте дома Симона Канонита. Абри яшәу ютып чашо абра хауба Иерусалим кана галея хочу анухера ахсит ари избанза туруху хабсва излазен избанза Симон Канонит абрамти амазана кулаште хара хабснука дехлейз шивдурва докон хабачо но афон чушаца убра динхон убра и тупашао анухерта яшаитус адрвой. Все 4 Евангелия свидетельствуют о том, что после вознесения Спасителя на небеса все ученики Иисуса получили божественный дар, который сошел на них в виде огненных языков. У них появилась сила творить знамения, а также чудесным образом они стали говорить на всех языках мира. Теперь их задачей было пойти в мир к людям и передать им благую весть. По жребию абхазская земля досталась Богородице, однако все тяготы путешествия взял на себя ее родственник Симон Канонит. По преданию, на Кавказ пришли 3 апостола – Андрей Первозванный, Матвей и Симон. Апостол Симон Канонит является как бы столпом для апостольской православной церкви, и самая величайшая радость для нашей страны абхазской то, что он здесь находился и говорил с этим народом абхазским на родном абхазском языке о том, что он был учеником Иисуса Христа, он видел его чудо и в Кане Галилейском, и воскресение Лазаря четырехдневного, смердящего, лежащего, и вход в Иерусалим, и все, что связано с благой вестью, с евангельской правдой. Апостол Симон Канонит свидетельствует обо всем этом здесь, на абхазском языке. В этот период Абхазия была римской провинцией. В городе Севасте, нынешнем Сухуме, стояли римские легионеры. Это было время гонений на христиан. Проповедовать новую религию в языческом обществе было очень рискованно. Тем более, что в Севасте тогда сидел грузинский царь Адеркий, ярый сторонник языческой веры. Все 3 апостолов в многолюдном портовом городе рассказывали о жизни Христа, о сотворенных чудесах, о мученической смерти и о воскрешении. Многих местных жителей удалось обратить в христианство. Проповедь апостолов, скорее всего, была успешна,
Но здесь пути их разошлись. Андрей и Матвей отправились дальше, вдоль Черноморского побережья Кавказа. А Симон углубился в горы Абхазские и на берегу реки Псырцха поселился в скальной пещере. К сожалению, у нас нет подробных сведений о его жизни здесь. Однако можно себе предположить, как могли абхазы встретить нового человека, гостя, говорящего на их родном языке. Конечно, гостеприимно. Мало этого, он еще проповедовал 10 заповедей, которые были не чужды абхазам, ведь они на все 100% отвечали принципам Апсуара. Он лечил людей. Предание гласит, что он занимался врачеванием. Хотя само Священное Писание мало говорит об апостоле Симоне Каноните. И он своим врачеванием, простым прикосновением к болящим людям исцелял их. И это вызвало любовь, его доброта, она повлияла на людей, на их внутреннее устроение, и многие приняли его учение, то учение Христово, которое он проповедовал и распространял. Проживая рядом с рекой Псырцха, апостол Симон тут же и крестил людей. Узнав о проповеднике, царь Адырки начал гонения против него. В результате Симон был пойман и после долгих истязаний жестоко убит. Он принял мученическую кончину, но различные версии существуют. Существуют иконы, где святой апостол изображается распятым на кресте. Существует версия, где он с пилой, он якобы был распилен. Другая версия гласит, что его забили камнями. И поэтому на месте мучения святого апостола, где он принял мученическую кончину, это место христиане по сей день отметили. И сегодня там стоит большой крест каменный. И до сих пор находят камни с кровавыми пятнами, которые верующие собирают, как бы эти камни были обогрены кровью святого апостола Симона Канонита. Эти камни имеют такое духовное значение. Многие люди, которые, прикладываясь к этим камням, исцеляются от недугов. Тело апостола было погребено учениками близ той пещеры, в которой он провел последние годы своей жизни. На его могилу приходили больные и обездоленные и молили о помощи и спасении. Число верующих во Христа росло с каждым днем. В IX веке благодарные жители возвели над могилой храм во имя Симона Канонита. Во время мусульманского владычества храм был разрушен. С ним связывали много преданий о том, что скот не пасется на лужайке рядом с храмом. Рассказывали о человеке, похитившем камни из ограды на строительство собственного дома. О том, что внезапно умер перевозчик камней, а сам хозяин стал махаджиром и умер на чужбине. Устная молва рассказывает историю о человеке, которому приснился старец с посохом, повелевший освободить земельный участок рядом с храмом. И святой апостол Симон Канонит является покровителем молодежи и покровителем новобрачных.
Поэтому многие люди приезжают из Москвы, из Петербурга, из других городов, чтобы здесь, в Абхазии, сочетаться браком, что считается, что это очень благо, конечно же, венчание везде действительно, но особо благодатно считается совершать бракосочетание именно на той земле, где ходил своими святыми стопами сам апостол Симон Канонит. И, конечно же, на таинстве венчания читаются строки Евангелия, где Господь на свадьбе святого апостола Симона Канонита совершил чудо. И он предварил вино из воды. И это было чудо, которое видели все, которое подействовало очень сильно эмоционально, подействовало на всех окружающих. По преданию, в фундаменте храма у водопада находятся мощи святого апостола Симона Канонита. И несмотря на раскопки, в результате которых гроб апостола обнаружен не был, мы все же верим, что промысел Божий скрывает до времени останки Божьего угодника Симона Канонита. А тем временем в Афоне проложен целый паломнический маршрут. Камень с отображением стопы Симона, река Псырцха и камни, окропленные его кровью. И, конечно, пещера, в которой он подвязался. Абхазские христиане уверены, что в Царстве Божьем у престола Всевышнего стоит просветитель Абхазии Симон Канонит и молит Всевышнего о милости своим подопечным. Дай Бог, чтобы наш язык, который Богом нам данный и является тем языком, с которым и на котором мы общаемся с Богом, и чтобы это всегда было с нами, и вот это бессмертие пускай будет всегда на устах у каждого православного христианина, живущего в нашей стране абхазской. Конечно, в первую очередь мы должны быть примером. Абхазцы должны быть примером для православного подражания всех остальных народов. И это Богом нам данное от апостола. Если мы почитаем и говорим на родном языке о том, что есть душа, вот даже я позволю себе сказать даже такое, что страна души. Душа бессмертная. И дай Бог, чтобы эта душа бессмертная, которая носит название нашей страны, чтобы мы не омрачали, чтобы не оскверняли, чтобы действительно душа она была, как она есть, бессмертной, чтобы она была в бессмертии, но чтобы она была в бессмертии, необходимо соблюдать эти правила. И дай Бог, чтобы вот эта страна, которая носит имя души, чтобы она была всегда связана с той душой, которую нам дал Бог. И несмотря на сложные обстоятельства, несмотря на войны, на страдания, Господь сохраняет наш народ. И Господь даровал нам самую красивую землю. Вы видите, как благодатно жить в Абхазии при каких-то определенных сложностях, хотя нас и не признал весь мир и все государства, но для нас достаточно, что признала нас Россия, она нас защищает, и мы великое в малом, малое в великом, великое в малом. Поэтому те неудобства жизни, которые, может быть, мы и сами виноваты, сами создали эти неудобства, они непременно пройдут. Все бури заканчиваются штилем. Поэтому мы будем ждать благодатной, тихой, мирной жизни, доброй погоды. Мы будем ждать легкого зефира по молитвам и предстательству святого апостола Симона Канонита. А мы с вами должны трудиться и молиться, и быть более чуткими друг к другу, украшать жизнь каждого человека, чтобы мы открытым добрым сердцем могли лицезреть друг друга. Мир и согласие нашему обществу, нашему народу и государству.